Главного врача КБСП Эльбруса Федарова сняли с должности. Об этом сегодня заявил временно исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Таймураз Ревазов. Изменения коснулись и Кировской центральной районной больницы. Пост по собственному желанию покинул главврач Айларов Руслан. По словам Таймураза Ревазова, это не последние отставки. На этом этапе, на котором находится наша республика, изменения в руководящем составе, я пока называю очень либерально, они будут обязательны. Это коснется многих лечебных учреждений. Система здравоохранения в Северной Осетии должна быть как единая регулирующая система, вне зависимости от формы собственности и ведомственной принадлежности. Для нас, прежде всего, для Министерства здравоохранения как органа исполнительной власти, для лечебных учреждений и в первую очередь для руководителей лечебных учреждений, прежде всего, это состояние здоровья нашего населения. В Рио министр также сообщил, что на освобожденные должности уже есть несколько кандидатов, но принцип подхода к выбору новых руководителей будет изменен. Принцип подхода мы тоже будем, не думайте, что я повторяюсь, принципиально менять. Он должен быть на конкурсной основе. Это должно быть ясно и прозрачно. И к этому конкурсу должны подходить люди, имеющие соответствующую профессиональную подготовку, имея те сертификаты, которые нужны именно для руководителя лечебного учреждения. Не только по базовой специальности, но и по специальности организации здравоохранения. И в том числе имеющие опыт работы не менее 5 лет. Напомним, около недели назад работники правкома КБСП пожаловались в Рио главы республики Тамерлану Агузарову о многочисленных проблемах больницы. В общении с временным главой республики работники больницы рассказали, что персоналу КБСП постоянно задерживают зарплату. Отсутствуют медикаменты, причем нет даже шприцов и обычных анальгетиков. Тогда же обозначили проблемы Кировской больницы, где койки и вовсе отсутствуют, а условия для работы также оставляют желать лучшего. Фатима Макиева, Михаил Безуглов, Осетия ТВ.